الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. У нас осталась маленькая часть с прошлого урока, а я напомню вам, мы на прошлом уроке говорили про муракабатуллах, наблюдение, то есть чувствовать, знать, помнить о том, что Аллах Тааля за тобой наблюдает. И как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то, что Аллах Тааля не любит, то, что Аллах Тааля не хочет видеть в действиях, в делах своих рабов, не делай эти деяния, не делай эти поступки, когда остаешься наедине с самим собой. И ученые сказали, чувствовать и помнить о том, что Аллах Тааля наблюдает за тобой, это приводит человека к тому, что он обязательно должен задумываться над своими делами, над своими действиями, над своими поступками. И, то есть, проводить себе отчет, понимать, размышлять над тем, что ты сделал, что ты сотворил, какие твои дела. И ученые говорят, вот это вот называется мухасаба, когда человек смотрит на самого себя, на свои деяния, оценивает их и, как говорится, проводит такой своеобразный бухучет. И вот это вот то, что человек смотрит на свои деяния, мухасаба, оно делится на два вида, на две части. Первая часть – это когда человек оценивает свои дела, которые он уже совершил. То есть, все мы с вами, живем свою жизнь, совершаем те или иные поступки, и у всех у нас бывает так, что мы можем совершить либо добрый поступок, либо плохой поступок. Но мы не можем исправить то, что уже сделано. Оно уже сделано, оно уже все, оно уже прожито. И нельзя вернуть, время обернуть вспять и поступить по-другому. И ученые сказали, вот первая часть вот этой оценки своих деяний, оно относится как раз-таки к тем делам, которые уже совершены. И что я должен сделать, как верующий, для того, чтобы оценить свои деяния? Я должен посмотреть, благое было это деяние или нет. И если это деяние не было благим, я должен постараться избавиться от этого деяния. Как я могу избавиться от греховного деяния? Как я могу сделать так, чтобы этого деяния не стало, оно было стерто? И, как сказали ученые, это, конечно же, двумя путями. Тауба, истигфар. Третий способ – это хадж. Но об этом чуть попозже поговорим. То есть, тауба, истигфар, покаяние и прощение у Всевышнего Аллаха. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, радует нас и говорит нам, «Ат-таибу мина дзамби каман ла дзамба лах». Тот, кто кается от своего греховного деяния, тот подобен тому, как будто у него греха нету вообще. То есть, как будто бы он своей тауба стер вот этот вот самый грех в тетради деяний. И все, он уже все не совершил. То есть ничего, в судный день перед Всевышним Аллахом он за это уже не будет нести ответственность. И здесь Всевышний Аллах, он призывает нас, чтобы мы, когда проживаем свою жизнь, чтобы мы не отчаивались в милости Всевышнего Аллаха. Чтобы мы не опускали свои руки от тауба. Чтобы мы не говорили, я совершил такой страшный поступок, Аллах меня никогда не простит и так далее, чтобы мы этого не говорили. Аллах Тааля в Коране, в суре Зумар, в 53 аяте, Аллах сказал, «Куль я айбадия алладина асрафу аля анфусихим». Скажи, о рабы мои, которые совершили греховные деяния, поступки и таким образом нанесли себе ущерб. «Ла тaqнату мин рахматиллах».
Не отчаивайтесь в милости Всевышнего Аллаха. Поистине Аллах прощает все грехи, и поистине Он является прощающим, милосердным. Аллах здесь нам, во-первых, сообщает и говорит, те, которые поступили сами с собой несправедливо. И знаете, вот когда мы говорим, запрещен зульм, нельзя делать зульм, там, да, нельзя вредить там, и так далее, самая первая ступень запрета на вредительство, самая первая ступень удаления, отдаления от зульма, это ты сам. То есть ты должен самого себя защитить от того, чтобы вредить самому себе. И поэтому Лукман, да, Лукман Хаким, мудрец Лукман, когда обращался к своему сыну, он говорит: «Инна зульма ля зульмун азим, инна ширка ля зульмун азим». «Я бунайя ля тушрик биллях, инна ширка ля зульмун азим». «О сынок мой, не предавай Аллаху сотоварищей». Поистине ширк, многобожие, это наибольшая, наихудшая несправедливость, наивеличайшая несправедливость. То есть тот человек, который предал Аллаху сотоварищей, он навредил себе таким образом, урон которого очень тяжело исправить в этой жизни. И поэтому в первую очередь защищаем самих себя от того, чтобы навредить нам самим, а затем уже и окружающих. И Аллах Тааля говорит нам в этом аяте, в суре Зумар, в 53-м аяте, те, которые поступили сами с собой несправедливо. То есть это люди, которые совершили грехи и тем самым впали в подобное состояние. И Аллах что говорит? «Ля тaqнату мин рахматилля». Не отчаивайтесь в милости Аллаха. И Аллах Тааля этим самым говорит нам, что пока ты жив, пока ты в этом мире, не смотри на величину своего греха. Почему? Потому что от него можно избавиться. От него можно уйти, от него можно покаяться. Со всеми условиями, естественно. С искренностью, с сожалением, с остановкой от совершения этого греховного деяния. И чтобы больше не возвращаться к этому греху. Но, что бы человек ни делал, он может покаяться. Аллах Тааля принимает покаяние. «Инна Аллаха ягфиру дзунуба джамиа». Поистине Аллах прощает все грехи. И вот как раз таки, возвращаясь к нашей теме, да, оценивать свои деяния уже после совершения, каким образом оцениваем? Смотрим, выявляем и делаем покаяние. Делаем тауба, делаем истигфар. И в качестве милости Всевышнего Аллаха, в качестве милости, Аллах Тааля стирает этот грех, если оно было выполнено со всеми условиями. Стирает этот грех, и в судный день, когда Аллах Тааля призовет к ответу всех свои создания, этот грех уже не будет упомянут. Ну и тут исключение. Очень важное, очень большое исключение, это лишь только в том случае, если грех не касался прав, или же имущества, или же чести другого человека. Если этот грех был направлен в отношении какого-то другого человека, воровство, убийство, там, допустим, там, зулем причинить, там, еще что-нибудь там, да, то здесь уже что происходит? Здесь уже происходит то, что помимо всех условий покаяния, мы еще и у этого человека должны просить прощения. В этом мире обязательно. В ахирате уже вряд ли он это сделает, вряд ли он великодушно простит. И поэтому Аллах Тааля призывает нас, чтобы мы оценивали свои поступки и что делали? Чтобы мы каялись уже над теми ошибками и размышляли над теми ошибками, которые мы совершили. Вторая часть оценки. То есть у нас первая часть была у нас оценка того, что ты уже сделал. Вторая часть оценить, готовиться к тому, к тем деяниям, которые ты совершишь, которые ты сделаешь. То есть думать, да, готовиться, стремиться, делать намерение именно к тому, что ты еще совершишь. И вот это вот как раз таки есть то самое планирование. Есть то самое, как сказать, стремление, делать намерение, чтобы твоя оставшаяся жизнь, твой следующий день, чтобы следующее твое время, чтобы оно было наполнено деяниями, которыми будет доволен Всевышний Аллах. И поэтому ученые, когда говорили об этом, они сказали: «Мин фикхир раджуль маккалуху ва машрабуху ва мамшах». Человек, который размышляет, из его
мышления должно быть то, чтобы он размышлял над своей едой, над своим питьем и над тем, где он ходит, что он делает, что он совершает. То есть он должен думать, должен оценивать, должен смотреть, что он совершает, из чего он будет какую-то прибыль получать, свою жизнь строить и так далее. И поэтому второй вид тоже не менее важен. Потому что, субханаллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, предостерегал нас и говорил, что быть может в жизни такое, что человек всю свою жизнь... Братья, можете там потише, а? Не разговаривать. Там в углу вон. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, предостерегал нас и сказал, что быть может так, что человек всю свою жизнь будет совершать деяния обитателей рая, и когда останется до смерти чуть-чуть, то есть вот уже все, да, осталось до смерти чуть-чуть, сбудется то, что Аллах Тааля ему предписал. И поэтому человек покаянием того, что он совершил, он не должен успокаиваться. Вот, например, да, альхамдулилля, сегодня пришел домой Мухаммад, Ибрахим, Ахмад, сел за столом, подумал, какие поступки я совершал, поразмыслил, и все, совершил покаяние. Искренне покаялся Всевышнему Аллаху, совершил 2 раката нафиль намаза, и все, и, как бы сказать, альхамдулилля, сбросил с себя ношу. Но это еще не конец. Это еще как бы не является конечной точкой. Ведь он пока жив, он еще не знает, когда у него наступит его аджаль, его конечная точка, и поэтому вот с этого момента, с покаяния, должен стремиться именно к благу. Должен стремиться к поклонению, к совершению благих дел и избегать грехов, избегать того, чтобы вернуться опять к этому. То есть избегать рецидива, на нашем языке получается, да? Чтобы не возвращался к этому греху. Вот это второе требование. И поэтому я совершил тавба, альхамдулилля, и как бы успокаивать самого себя, лелеять, и дальше продолжать ту же самую жизнь, не исправляться, лениться в совершении благих деяний, в айбадате, да, это человека к высоким заслугам не приведет. И поэтому второй вид того, что человек оценивает свои деяния, это те деяния, которые ему предстоит совершить до самой его смерти, и он должен заботиться о том, чтобы это были деяниями, которыми довольствуется Всевышний Аллах. И вот здесь вот мы как раз таки и проявляем ощущение того, что Аллах Тааля за тобой наблюдает. Что Аллах Тааля тебя везде видит. Аллах Тааля слышит все, что ты говоришь. И знание Аллаха о тебе, оно всеобъемлющее. И как раз таки вот здесь вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что если какое-либо дело не любит Всевышний Аллах, не совершай это дело, когда останешься наедине с самим собой. И теперь новая тема, переходим потихоньку, да? Она тоже касается деяний нашего сердца, потому что муракабатуллах, знать и чувствовать, что Всевышний Аллах наблюдает за тобой, это деяние сердца. И новая наша тема тоже касается деяний сердца. А это называется хусну занни биллях. Думать о Всевышнем Аллахе только лишь благое. Иметь хорошие предположения, хорошие мысли о Всевышнем Аллахе. Что это означает? Какой в этом смысл? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, раскрывает нам очень глубоко этот смысл. В одном из хадисов Кудси, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передает нам слова Всевышнего Аллаха в своем пересказательном смысле, посланник Аллаха сказал: «Якулю Аллаху Та'аля, ана инда занни абди би». Аллах Всевышний сказал: «Я буду таким, как обо мне подумает раб мой». Я буду таким, как обо мне подумает раб мой. В другом же хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «И сказал Аллах, азза ва джаль, свят он и велик, ана инда занни абди би, фальязунна би маша». Я буду таким, что обо мне подумает раб мой, и поэтому пусть думает то, что пожелает. То есть Аллах Тааля говорит нам, что Аллах Тааля будет взаимодействовать с нами, будет помогать нам, или, пусть Аллах защитит нас, да, или оставлять своего раба без помощи, таким образом, как о нем будет думать его раб, этот человек.
И в третьем хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Каля Аллаху азза ва джаль», сказал Аллах, свят он и велик, «Я буду таким, что обо мне подумает раб мой. И если мой раб подумает благое, то ему это и будет. Если же он подумает зло или плохое, то это ему и будет». И таким образом Аллах Тааля здесь призывает нас, чтобы мы в своих мыслях, в своих устремлениях, в своих намерениях всегда надеялись на только лишь благо от Всевышнего Аллаха. Вот сегодня у нас, да, очень сильно такая вот распространяется тенденция, когда вот всевозможные там бизнес-коучи, там, да, информационные там какие-то тренеры, да, они говорят, нужно настроиться, нужно иметь хорошую какую-то мысленную визуализацию, они говорят, там, да, хорошие мысли, там, нацеленность на проект, там, и так далее. Вот они таким образом, они как бы говорят якобы, что ты вот поставил себе цель достигнуть какого-либо результата, ты должен этим жить, ты должен все эти мысли там себе иметь, там и так далее. Но верующий, он понимает, то, что он в этом мире, он лишь создание Всевышнего Аллаха. И все, что в этом мире случается по милости Всевышнего Аллаха, по его предопределению. И поэтому его устремления, его мысли должны быть направлены на то, что Аллах Тааля одарит его своей милостью. Аллах Тааля окажет ему помощь. Аллах Тааля защитит его от всякого зла. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как об этом говорит Джабир ибн Абдуллах, перед смертью 3 раза сказал следующие слова. Перед смертью повторил 3 раза эти слова. «Ла ямутанна ахадукум илля ва хуа юхсину биллахи дhann». Пусть никто из вас не умирает без благих мыслей о Всевышнем Аллахе. То есть, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит нам, чтобы мы имели эти мысли, чтобы мы всегда держали это в себе и надеялись на благое Всевышнего Аллаха. И вот здесь вот Аллах Тааля предостерегает нас. А если этого не будет? А если же человек будет постоянно в пессимизме, в поникшем состоянии, все пропало, там все там да, этого не будет, тут потеряли, там еще что-нибудь там, да, и постоянно будет думать плохое от Всевышнего Аллаха, это его действительно приведет к погибели. Аллах Тааля в суре Фуссилят в 23 аяте сказал: «Вадаликум заннукум аллади занантум бираббикум ардакум фаасбахтум миналь хасирин». Аллах сказал: и вот эта ваша мысль, эти ваши предположения, которые вы думали о вашем Господе, оно вас и погубило. Ваши плохие мысли, ваши плохие предположения, они вас и погубили, и вы стали или оказались среди потерпевших убыток. И таким образом Аллах Тааля говорит нам, что у тебя 2 пути. И как верующий Всевышнему, ты должен всегда надеяться на благо. Стремиться к тому, что Аллах Тааля окажет тебе помощь, Аллах Тааля защитит. И ни в коем разе не думать, да, там, то, что у нас в народе происходит, там, да, приходится слышать, там, Бог позабыл про нас, говорят, валь-аязу биллях, такие слова, там, да, Он оставил нас без помощи, это несправедливо, там, и так далее, и так далее. Это страшные слова. И мусульманин так не должен говорить о Всевышнем Аллахе. И всегда надеяться только лишь на благо. И ученые говорят, вот это вот думать о Всевышнем Аллахе, благое, иметь хорошие мысли про Всевышнего Аллаха, они не возникают на пустом месте. Этому должно предшествовать знание о Всевышнем Аллахе. Если человек не изучает веру во Всевышнего Аллаха, если человек не изучает имена Всевышнего Аллаха, если человек не изучает его качества, его деяния, то как он может думать о Всевышнем Аллахе благое? У Аллаха Тааля очень много имен, которые Аллах нам сообщил в Коране. У Аллаха Субханаху ва Тааля есть имена, есть качества, о которых нам сообщил Всевышний Аллах. И поэтому, если человек не будет понимать, а что же это такое за имя Всевышнего Ат-Тауаб, он не поймет основной смысл Тауба. Ат-Тауаб, принимающий покаяние. Часто, много раз принимающий покаяние. Он не поймет смысл, он не будет ценить этого Тауба. Когда мы говорим Аллах Гаффар, прощающий,
Если он не будет понимать, что Аллах Тааля имеет вот это вот качество, это имя, да, и он тогда не будет ценить вот это вот прощение Всевышнего Аллаха. И это его приведет к тому, что он опустит руки, да, и отчается в милости Всевышнего. Вспомните хадис про того человека, который убил 99 душ. Так ведь? И пришел он к одному из поклоняющихся рабов, у которого не было знаний. Пришел к нему и сказал: есть ли мне прощение Всевышнего Аллаха, есть ли его милость ко мне? Да? Он сказал: ты, говорит, совершил столько поступков, столько деяний, Аллах тебе никогда, говорит, не простит. Это все откуда происходит? Это происходит от невежества про имена Всевышнего Аллаха. От невежества о качествах Всевышнего Аллаха. Если бы человек изучил бы, он никогда бы не сказал бы подобные слова. Он сказал бы, что прощение Всевышнего Аллаха широко настолько, насколько широк этот мир. И поэтому, что бы ни совершил человек, пока он при жизни, он может покаяться и избавиться от этой ноши. И поэтому Аллах Тааля имеет имена, Аллах Тааля имеет прекрасные качества. И изучая это, мы в себе укрепляем благие мысли о Всевышнем Аллахе. Что Аллах Тааля окажет нам помощь. Аллах Тааля одарит нас своей милостью. Аллах Тааля одарит нас своим ризком, да? И иные качества Всевышнего Аллаха. И таким образом, даже вот, допустим, да, даже когда просто болеем, вот даже сегодня, да, вот сегодня резко похолодало, и вот некоторые братья уже жалуются, в горле першит, там еще что-то, да. Даже в подобных ситуациях мы должны помнить то, что излечение от Всевышнего Аллаха. Ибрахим, алейхиссалям, в Коране, да, в суре Шуара, в 80-м аяте, Ибрахим говорит, алейхиссалям: «Ва идha маридту фаху яшфин». И если я заболею, да, меня одолеет болезнь, то Он, Всевышний Аллах, меня излечит. И вот это вот является, конечно же, примером наибольшего упования на Всевышнего Аллаха и примером тому, что имеющий, тот, который думает о Всевышнем Аллахе только лишь благо, то ему эти земные трудности никакого горя не сделают и никаких проблем ему не придадут. Так, на этом месте остановимся. Иншаллах, продолжим на следующий урок. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду алла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.